Друзья, программа «Мы вам покажем». Сегодня мы будем изготавливать куклу. Куклы берут историю с древнейших языческих времен. Они помогали в делах и отводили негатив. Они становились первой забавой для малыша и функциональными аксессуарами. Кто не знает куклу на чайник или на самовар. Стекло, металл, дерево, солома, ткань. Материалы для изготовления кукол различны. Мы сегодня будем изготавливать куклу из фоамирана под руководством Варвары Михайловны Меркурьевой, мастера креативного рукоделия. Варвара Михайловна, какой будет наша куколка? Куколка наша будет примерно такая из фоамирана. Мы сделаем ножки другие. С чего начнется наша работа? Мы начнем с головы. Берем пенопластовый шарик и берем нашу деталь из фоамирана и сделаем нашу голову. Так берем, у нас всегда горячие, клей-пистолет используем и горячий утюг. Всегда берем деталь и сюда положили на горячий утюг. Под высокой температурой с фоамираном легче работать. Да, и сюда натягиваем сильно и придерживаем. Придерживаем. И у нас форма такая будет. Это лицо нашей будущей куколки. Я волосы хотела сделать желтыми, поэтому сделаю такого цвета. Желтый тоже придерживаю. И то же самое надавливаю. Можно с обеих сторон. И у нас получается такие деталики. Мы вырезаем по краю и соединяем, клеим прямо на шарик. И у нас получится такая голова. Спереди лицо, сзади волосы. Чтобы это все закрыть, мы берем такого же цвета, как телесный, нижнюю часть, и клеим снизу, сюда. Я сейчас покажу. Клеим снизу, а сверху у нас будет уже волосы. Для волос можно сделать такие специальные, любого цвета, любого размера могут быть волосы. Но я выбрала именно такие. Этим мы сделаем здесь, нарисуем. И на фоамиран нужно нарисовать именно не ручкой, а этими зубными палочками. То есть выдавливаем линию, по которой пройдут примерно ножницы. Так рисуем. Я показываю. Берем шаблон и рисуем. Рисуем не ручкой. Надавливаем. И вырезаем очень аккуратно. Сколько времени займет изготовление нашей куколки? 5 часов примерно. Если быстро, если простые, то можно побыстрее. И тут вырезаем. То есть очень аккуратно, идеи. Так. Сюда показываю, Можно по полоске, можно сами по ходу Варвара поменять. Михайловна, с фоамираном давно работаете? 3 года примерно. Любите этот материал Да, именно для творчества? этот материал, очень нравится. Эластичный, мягкий. Можно все что угодно сделать. Украшения, игрушки. Поэтому мне очень нравится. Насколько мы знаем, сейчас разные виды фоамирана представлены в торговых точках. Да. Какой вы предпочитаете? Желательно, разные попробовала. Иранский, в общем, чуть более потолще мне нравится. Тонкие они сразу, смотрите, они очень тонкие. Нужно работать очень осторожно. Это плотный. То есть это два разных вида? Два разных вида. Наша голова, которую я хотела вам показать. Мы же все сделали. И тут нужно клеить здесь. Клеим,
Ну, здесь можно... Вот, клей очень горячий, поэтому Какой работает. клей используется? Клей-пистолет желательно я использую, но клей-момент тоже использую, но у меня что-то... Клей-пистолет удобно. Удобно работать вот этим. И вырезаем. И у нас получится вот так, как кожа, да? И сверху вот нашу голову мы сюда должны прикрепить. И чтобы было эластично, мы тоже вот положили на горячий утюг. Придерживаем. И вот сюда приклеиваем волосы горячим пистолетом. И у нас получится вот такая голова. Если сверху мы хотим хвостик или волосы, мы вырезаем, берем тоже желтенький и вырезаем вот здесь. Держим. То есть это мы делаем ей кудри уже? Это, да. Сейчас, можно с этой стороны. Вот так, можно так. И вот дальше до сюда можете попробовать. До сюда. Вырезаем, не доходя. Попробуем, да. Себя в роли парикмахера. Вырезаем. Действительно очень легко работать. Ножницы идут легко. Нет заусенцев так называемых. И режем мы его до конца. До конца. До конца режем. Варвара Михайловна, насколько популярны сегодня поделки из фоамирана? Да, они очень популярны. Делают цветы из фоамирана. Очень красивые цветы получаются. Объемные, красивые цветы. Красивые. Вот у нас волосы. Но у нас, я показала чуть-чуть по-другому, да? Можно вот сюда приклеить, положить, тогда у нас тут горячий. И они эластичные. Можем вот так крутить, тогда вот другие волосы получаются, да? Вот другие. Ну, это как вариант показывай. А я хотела вот эти, да? Если мы эти хотим, мы снизу, да, с этой стороны вырезали. А если хотим вот такие, держим по-другому, да? Тогда у нас получится вот такие. И я хочу, что это прикрепить сюда. Клеим. И вот сюда. Хвостики наши. Хвост как корона. Как корона. И с двух сторон, чтобы было чуть-чуть. Вот. Чуть-чуть надавливаем, придерживаем. И у нас вот получится вот такая голова. Этот материал хорошо держит форму? Да, очень не хорошо. распутаются? Нет. Вот. Ее прическа? Можно вот так надавливать, как хотите. Очень удобно работать. Сейчас сделаем общий туловище, да? Туловище сделаем. Берем бумажку, крутим. Ну, примерно показываю. Вот как примерно вот так, да? Крутим. И у нас получится вот такой конус. Платьице. Платьице. Если мы хотим длинные, делаем длинные. Большую, если большую. Но у меня вот такая 7 сантиметров. Но я хочу, чтобы все это завернуть в фоамиран. Поэтому я беру платье, я хочу сделать середину зеленого. Поэтому нарисовала вот шаблон размером этого. Вот середина. И тоже здесь рисую. Нарисовала, вырезаем очень аккуратно и клеим тоже сюда. Вот. И у нас вот этот конус. Ровно вот этот конус. Вот у нас получился вот середина наша. А чтобы было здесь положить было удобно, да, внутри впихиваем вот остатки, да, или бумажку, да, чтобы она не теряла форму, чтобы потом не выправлять ее. Да. Вот. Снизу берем картонку.
картонкой и рисуем круг сверху. Нарисовали и вырезаем. У нас получится вот такой размер, да? И снизу тоже у нас фоамиран будет. Вот. Ага. Ага. И сюда пока не клеим, готовим, делаем ножки. Все это пока положили отдельно сюда. То есть юбочку ей снизу мы не закрываем пока? Пока нет. Ага. Это у нас пока убираем. Делаем вот такие ножки. Уже и в туфельках. Да, уже в туфельках. Так, у нас есть всегда помощь, вот такие готовые пенопласты, специальные половинки. Так, здесь мы берем, я хочу, чтобы было тут белые, и берем белые. Так, сюда же, в теплый утюг положили и опять надавливаем вот сюда. Видно, да? Сильно-сильно натягиваем. Ага, вот так, натягиваем и вырезаем. Клеим и вырезаем. Сильно надо натянуть. Что-то неудобно, да? Ага. И клеим по сторонам вот сюда. Ой. Это у нас ножки. Лишнее все обрежем потом. Лишнее потом все. Чтобы не отхватить чего-то нужного. Да. Вот а сколько всего кукол вы сделали вот с тех пор, как начали заниматься вот этим материалом? Ну я сперва начала вот делать текстильные, потом я сделала вот такие из фоамирана, потом научилась, ходила на мастер-классы, научилась делать шарнирные куклы. Ну, сегодня не принесла. Шарнирные куклы, они там, да, все двигается. Тут плана, тут ничего пока не двигается, поэтому я хотела что-то другое, да, поэтому нашла такие мастер-классы и туда сразу и сделала. Помню в свое время, когда появилась кукла Барби, у которой двигались ручки и ножки на проволоках, она была очень популярна у детворы. Вот поэтому вот куклы мне очень нравится делать. И на подарок очень хорошо идет. Так, натянули. В принципе, такую куколку ее же можно и как сувенир использовать, которая оживит интерьер, и ребенку можно без боязни дать поиграть, что. Вот, все, вот это остальное мы вырезаем. Вот так. Ну, потом можно поправить, да? Потом можем поправить чуть-чуть, ничего. И все это дело мы закрываем. Вот, берем полоску и вот нижнюю часть закрываем, ножки. Мы примерно показываю, да? И сзади тоже все закрываем фоамираном и украшаем как эти, да, туфельки. Как туфельки украшаем. Здесь же могут быть и стразы, и бусины, и пайетки, то есть это у кого на что фантазии хватит, кому как нравится. Да, правильно? Правильно. После туфельки делаем вот такие ножки. Ножки из проволоки. Берем проволоку и вот сюда крутим. Какую длину вы хотите, да? Примерно смотрите на куколку, положили. Длина какая у вас будет, сами уже, да, по ходу. Берем проволоку, не толстую. То есть ножки у нее будут гнуться, у нашей куклы? Можно, да. Если ребятишки хотят, можно так. И вот так клеим. Клеим, крутим. Но толщина не очень толстая будет у нас. Сейчас вот так. Крутим. Варвара Михайловна, вы навыки передаете своим воспитанникам по изготовлению кукол? Да, у меня кружок «Креативное рукоделие», кружок для девочек. Там я учу девочек по рукоделию. У нас там есть бисер, из бумаги делают, квиллинг из бумаги, да, и вот куколки делают индивидуальные. Потому что малыши, начальные классы, у меня тут все горячее, да, острое, поэтому
только индивидуальные. Вот, приготовили наши ножки. И чтобы она стояла, мы вот примерно показываем сюда. Надавливаем на ножку, да? Тогда она будет вот стоять. Проволочка в пенопласт совершенно спокойно входит. Да, спокойно входит. И вот наш готовый кружочек мы сюда тоже надавливаем. Уже готовую. Ага, и вот сюда прикрепляем тоже клей пистолета. Дальше. То есть вторую часть проволочки проводим в картон. На картон, который будет вот сюда приклеен. Вот так. Ага, и вот я начинаю соединить с туловищем. Ага, соединять. Вот. И вот так. Придерживаем и ждем сильно. Потом мы сейчас сделаем нашу юбочку. Вообще, насколько дорогостоящей получится вот такая вот фигурка, игрушечка? Так, фоамиран в среднем одного цвета, да, будет 130. Потом вот идут по ткани краски, да, нам надо нарисовать вот лицо и вот постель, чтобы было румянец был. Ага, вот, ну, примерно, не посчитала. Ну, но дешевле, посчитаю. чем купить фабричную куклу. Да. Дешевле, Дешевле. А удовольствие, наверное, несравнимо Ну, ни с чем, главное которое удовольствие, да? получаешь от творчества, да. Ага. Вот. Мы сделаем вот такую юбочку. И мы тоже всегда рисуем, да? Рисуем, насколько я хочу, длинную или короткую. Какого цвета я хочу. Вот я выбрала этот цвет. И вот также здесь рисуем. Тоже эти, да? Вот. Обводим и вырезаем. И соединяем. Ну, примерно, да, покажу. Вот. Если хотите очень быстро, вот вместе 3 сразу рисую и вырезаю. Сейчас будем клеить. Ага. То есть это у нее еще не юбочка, да? Пока нет. Сейчас готовим юбочку. Вот. Мы эти деталики соединяем. Берем клей-пистолет и вот держим и соединяем. Придерживаем. Так сказать, прошиваем с изнаночной стороны. Да, с изнаночной стороны. Сейчас покажу, потом. Сколько штук уже смотрим вот от талии, да, от туловища. Смотрим, сколько нам нужно таких сделать. И у нас получится вот гофрированная так, юбочка. Юбочка. И вот примерно так. Одеваем. Надавливаем. Вот у нас юбочка. Ага. Чтоб эти края... Здесь можно клей. Клеим до сюда, чтоб не выпало. Чтоб юбка не сползала. Да. И вот сюда приклеиваем, придерживаем. И я хочу, чтобы здесь был... можно здесь сделать ремешок или что-нибудь, да? Ну, ваши фантазии. Сейчас хочу сделать ручки. Ага, ручки вот рисуем вот такие маленькие. Ага, и вот прямо здесь, вот примерно так, и выкручиваем. Также переносим шаблон на бумагу. Да. Трафарет. Трафарет, ага. И выкручиваем, тоже клеим сперва. И до конца. Вот. Тогда у нас получится вот такие маленькие ручки. Можем вот отсюда вырезать, чтобы слишком толстым не было. Так, и тоже придерживаем. Вот наши ручки. Сюда. Ага. Вот так. Ага. Я хочу, чтобы было вот с одеждой, да?
Поэтому беру вот такие и сюда тоже прикрепляю. И отсюда вырезаю. У меня получится вот так. Это наши ручки готовые, вот пока ждут. И перед тем, как клеить сюда нашу голову, я хочу, чтобы у нее была вот такие вот воротнички. Тоже рисуем, да, сердечко, примерно как сердечко, любого цвета, так как у нас юбочка такого цвета, поэтому вот так у нас будет. И клеим. Мы обратили внимание, что у вас куколки не похожи одна на другую. Где черпаете идеи для творчества? Вот сперва я посмотрела, да, по Ютубу, очень много по интернету я посмотрела, потом уже идеи приходят сами. Точно такие же не сделаешь, потому что во время работы, да, идет вот вдохновение, да? Авторское вдохновение. Да, и все начинается. Конечно, потому что ни фантазия. один автор даже одно и то же изделие он не сделает одинаковым, совершенно идентичным. Да, вот сейчас прикрепляем здесь ручки. Под воротничок? Под воротничок, да. Сюда придерживаем. Вот вторая. Вы собираете свою личную коллекцию кукол? Ну да, пока собираю, потом посмотрим, может выставку или что-нибудь. Но я хочу, чтобы мы с моими ученицами выставку сделать. Они тоже делают. У них получается? Да, получается. Вот, все соединили. И наша голова. Самое главное. Клей. С красивой прической. С красивой прической. И вот сюда. И ждем, надавливаем. То есть предварительно вы все равно промеряете пропорции, прикидываете, какого ростика будет наша куколка. Всегда так. Я думаю, тут самое сложное сделать глазки. Самое сложное сделать глазки, потому что как бы характер дает лицо делать, глаза, зеркало души. Да, поэтому. И тут я хочу показать, чтобы было румянец. Может, да, вот так придержи. Чуть-чуть. Если мы хотим сделать румянец, берем краску, пастель, вот, и берем вот, и ватную палочку, и чуть-чуть красим. Головку пока еще придерживаем, да? Все, да? Держит, да? Держит. И вот тут красим. Здесь и здесь. И поправляем. С чистой стороны. На фоамиране можно же работать и акварелью, и гуашью. Да. Не только пастелью. Вот правильно? дети сделали подснежники, да? Там можно тоже покрасить. Это детские работы. Первые классы сделали. Вот надо чуть-чуть еще надавливать. Ну вот, все. Здесь можно ремешок или цветочки. Вот наша кукла. Вот такая красавица у нас получилась. При желании можно разнообразить убранство куколки. Чтобы убрать пыль, достаточно просто промыть ее водой. Спасибо, Варвара Михайловна. Это была программа «Мы вам покажем».